С подобной картиной судебные приставы сталкиваются довольно часто. Люди, к которым они приходят, должники, чаще всего за коммунальные услуги. Часто бывает так, что у некоторых практически нет имущества, на которое можно наложить арест. Некоторые жильцы сетуют на отсутствие постоянного дохода. В Ленинском районе Грозного, как и во всей республике, приставы ежедневно проводят рейды, проходя в среднем по 10 адресов в день. Их основная цель – взыскание долгов за коммунальные услуги. В случае невыплат описывается имущество и выставляется на торги. За последние 1,5 месяца было собрано около 10 миллионов рублей. Тем, кто не может разом погасить задолженность, навстречу идет Республиканский центр субсидирования, который погашает часть ежемесячной платы за ЖКХ в зависимости от прожиточного минимума. Если есть задолженность у человека, он может подать документы, имея соглашение о погашении задолженности на жилищно-коммунальные услуги. Соглашение составляется с ресурсоснабжающими организациями. Субсидии предоставляются по прописке, по постоянному месту жительства. По временной регистрации, по временной прописке не предоставляется субсидия. Только по прописке. За 2014 год в Центре субсидирования с заявками пришло почти 30 тысяч человек. По федеральному закону обратившийся гражданин получает помощь на 6 месяцев. По истечению срока можно снова подать документы и воспользоваться услугой Центра субсидирования. А для ветеранов труда, тружеников тыла и реабилитированных в республике действует еще одна программа Минтруда. 1 января 2015 года выплата жилищно-коммунальных услуг этим гражданам будет производиться в фиксированной сумме. Значит, реабилитированные граждане и труженики тыла ежемесячно для оплаты жилищно-коммунальных услуг будут получать по 1660 рублей, а ветераны труда будут получать по 470 рублей. Суммы будут выплачиваться ежемесячно круглый год и увеличиваться в зависимости от состояния бюджета республики. Некоторые жители просто-напросто не знают о существовании подобных законов и программ, что затрудняет их жизнь. Для получения поддержки любой нуждающийся гражданин может обратиться в Министерство труда и Центр субсидирования. Асан Альбукаев, Мурад Альбукаев, Абубакар Абазов. Новости.